Зерафимас телехопшца аусура яцнато это абсу телехопшра пресс-центр. Оште минут курсы шеяшо эфира чхагу по абсу телехопшра каналаджа. Пшевзе кос коллега цобзел пшаберит это бу пам топшаны хераххим нөхөцс. Мышко краб хатгорчала акалекежм. Имепка загу халалрат марафон айхшала квaqahцойт еха хазар квартак гарцойт а культура гу халалрат фудашана апцею Беслан Шикаия творчала акалекежа охвама аргылараза ахылыпшрат бхейла калахула эсма хагбха Яраубаски проект-архитектор Георгий Баронин. Здравствуйте, коллеги! Рада приветствовать вас в пресс-центре Абхазского телевидения. На сегодняшней пресс-конференции мы подведем итоги благотворительного марафона в поддержку строительства православного храма в городе Тхуарчал. На наши с вами вопросы сегодня ответят учредитель культурно-благотворительного фонда Ашана Беслан Шакая, член попечительского совета по строительству храма в городе Тхуарчал Эсма Хагба, а также архитектор проекта Георгий Баронин. Здравствуйте, друзья! Добро пожаловать! Здравствуйте. Беслан Борисович, подведите, пожалуйста, итоги благотворительного марафона. Как вы оцениваете проведение данного марафона? 4 августа сего года в городе Тхуарчал прошел благотворительный марафон в поддержку строительства храма в честь памяти погибших, тех самых 246 человек, из которых 136 тхуарчальцев. Прошел марафон достаточно успешно, на высоком уровне. Судя по тем отзывам и откликам, которые мы получаем ежедневно, и это не прекращается, марафон пошел на достаточно высоком уровне. Спасибо всем участникам за это. И мне хотелось бы отметить, сразу же, прежде всего, хотелось бы поблагодарить, в первую очередь, нашу инициативную группу, которая работает приблизительно с конца апреля этого года и не жалеет сил своих, времени, энергии на подготовку, не жалела на подготовку проведения благотворительного марафона. Отдельная благодарность хочется высказать сотовым операторам Абхазии, компании «Амобайл», лично Борису Барцидзе за помощь в организации марафона, в поддержку строительства храма. Компания оказала неоценимую помощь, обеспечив высокоскоростной интернет для онлайн-трансляции, информационную поддержку. Также движение спорта Апсны нас достаточно серьезно поддержало. Был проведен заплыв в этот день в городе Сухум, потом был, велозаезд. И нам на самом деле очень было приятно это видеть все и слышать в прямом эфире. Абхазскую государственную телекомпанию, главным информационным партнером, которой была ГТРК, и она вещала весь марафон в прямом эфире. Спутник Абхазии, все СМИ за анонсирование освещения марафона. Мы хотим поблагодарить за поддержку строительства храма в городе Тхуарчал, уроженца города Тхуарчал Джумбера Леонтовича Читкибучава. Компания «Росатом» начала с нами сотрудничество в области строительства храма. Тимур Анчабадзе, семья Тимура Анчабадзе прислала сообщение, в котором было указано, что все колокола, необходимые по проекту, будут лично им оплачены и доставлены в город Тхуарчал. Главу администрации города Тхуарчал Аиду Сергеевну Чачхали, президента Республики Абхазия Рауля Джумковича Хаджимба, всех глав администрации всех районов, жителей нашей республики, сограждан всего мира, руководителя пивоваренного завода «Сухумский» Амри Григорьевне Анну, спасибо большое, руководителей компании «Премиум» Астамуру Геннадьевичу Гагуля, спасибо большое, торгово-промышленной палате Республики Абхазия, ООО СП «Алра-А», торговому дому «Рубин», Дому отдыха ПСОУ, Абхаз Автодору, средней школе имени Баграта Шинкуба, молодому режиссеру Джану Цурцуме низкий поклон, туристическая компания Абсватур, Национальная библиотека имени Ивана Папаскири, госкомпании Тхуарчал Строй, Ирена Перцхелия, ООО Амцапс, ООО Солнечный, Промэнергосервис, Амрабанк, Гарантбанк, летний лагерь Солнечный, Черкесск. Особо хочется отметить, что дети, отдыхающие в этом лагере, представляете, собрали там по 200, по 300 рублей, услышав о том, что проводится такого рода мероприятие, и сделали такой добрый, хороший вклад. Это очень неоценимо, это очень ценно, на самом деле очень ценно.
дети собрали деньги и перечислили. Ливану Квачахия, Фонд репатриации, Хашбонудар, Парламент Республики Абхазия, магазин Адуней, Натали Смыр. И всем людям, организациям, чьи имена я не перечислил, низкий поклон. То есть невозможно всех запомнить, но мы все-таки провели вчера, значит, по итогам марафона, значит, такое итоговое собрание, значит, участников нашей инициативной группы. Вот, и договорились сделать следующим образом. Это невозможно в такой короткий срок собрать такое огромное количество информации. Поэтому она будет постоянно нарастать. И, соответственно, мы будем это публиковать, все вывешивать на нашем сайте, где люди могут ознакомиться, где люди могут все прочитать и сделать свои соответствующие выводы. Всем участникам инициативной группы, но это уже говорил, продюсерскому центру про коучинг, значит, всем артистам, которые совершенно бескорыстно от всей души приняли участие и дарили радость своим талантам и полной отдачей. То есть это было просто неоценимо. Нартам из Абхазии. И еще раз, конечно же, отдельные слова благодарности телеканалу, который сегодня дал возможность всем зрителям Абхазии смотреть благотворительный марафон в прямом эфире. Господину Ганба, это ГТРК наша замечательная. Спасибо большое. Коллеги, вопросы? Надежда Боровикова, Абазатова, подскажите, пожалуйста, в финансовом смысле, какую сумму удалось собрать, насколько вы довольны и сколько еще вам до цели конечной? Хороший вопрос, спасибо за него. Дело в том, что я буквально этот вопрос начал получать от разных людей, буквально там, в этот же день, начиная с 12 часов вечера. Я говорю, подождите, люди, мы еще не успели даже воды попить, некоторые из нас, для того, чтобы как-то отойти от этого. Достаточно много было забот и хлопот. Ящики, урны, которые там были установлены, были посчитаны в тот же день, безусловно, составлен был акт, все как положено, да, дальше в понедельник мы внесли это на расчетный счет. Я понимаю, что вы от кого-то получите такого рода вопрос, пришел тут с конкретной бумажкой, то есть, которая выписана. Деньги поступают постоянно каждый день. На сегодняшний день и час, то есть вот буквально абсолютно свежая информация, 1 миллион 932 тысячи 5 рублей, запятая 22 копейки. Это то, что дал нам бухгалтер. Да? Соответственно, мы сегодня, завтра ожидаем также еще порядка 500 тысяч поступлений. Это то, что уже люди озвучили двумя платежами. Все открыто, как бы, и эта сумма будет постоянно пополняться. Сейчас выстраивается некая схема и модель, то, о чем мы говорили, я лично как бы гарантировал, что будет создана определенная схема, где каждый человек может зайти в интернет на определенный сайт и увидеть всю необходимую информацию, сколько в режиме онлайн, сколько пришло, куда ушло, по чьему распоряжению, какие фирмы будут участвовать в тендере на строительство храма. Все будет максимально прозрачно. Мы это обещали, мы это слово, безусловно, сдержим. Спасибо большое. Эсма Зурабовна, вопрос к вам. Ясно, что внутренними силами тяжело будет набрать всю сумму. Вот скажите, пожалуйста, наши соотечественники за рубежом, насколько активно включились в этот процесс, насколько активно поддерживают данный проект? Насколько мне известно, международными связями в этом проекте занимаетесь непосредственно вы. Ну, во-первых, я тоже хотела бы начать со своей благодарности. Я не буду перечислять, даже не возьмусь, хотя мы ведем над этим работу с тем, чтобы каждого поблагодарить лично, кто нам помогал в организации этого сложного мероприятия. И что особенно важно, эти люди продолжают оказывать нам свое внимание и свою готовность в том, что они будут стоять рядом и помогать в этом богоугодном деле и дальше. Что касается активности наших соотечественников, я бы немножко переформулировала вопрос в том смысле, что мы к ним обратились не столько за тем, чтобы повысить наши финансовые, да, их финансовую активность показать, сколько одна из главных задач, да, была сбор средств. Одна из главных задач была, конечно, оказать ткварчельцам свою поддержку, показать, что мы вместе, и мы все жаждем очень сильно возрождения этого города, его былой славы. И
кинув клич нашим соотечественникам, мы были приятно удивлены тем, как они активно отзывались. В основном, я особенно хотела бы это подчеркнуть, это были наши молодые люди, и это были, в общем-то, даже иногда самые неожиданные страны для нас, такие как Сингапур, Китай, Австралия. Представляете, если бы не, может быть, не это мероприятие, может быть, мы бы не так скоро узнали бы о том, что там тоже есть наши соотечественники, выходцы из Абхазии. Конечно, традиционно там, где компактно проживают наши диаспоры, по России, самая большая диаспора в Москве, им я особенно благодарна, потому что, можно сказать, они фактически самостоятельно вышли в эфир, то есть мы подготовили им точку, и мне нужно было выехать сюда на марафон, и они собрались и Эсма немножко вышли. скромничает, она все предельно, максимально четко подготовила и сама приехала поучаствовать в марафоне. Люди собрались, всегда организованно в Москве собираемся, да, и поэтому люди пришли, собрались, на все готово, и, конечно, с Божьей помощью все шикарно получилось. Да, то есть и таким образом мы действительно не прогадали с тем, что во время марафона это было особой изюминкой марафона, то, что в прямой эфир выходили наши соотечественники и так и тепло приветствовали творчельцев, гостей и всех, кто собрался, и оказывали всяческую поддержку, так как организаторы позаботились о том, чтобы у всех была возможность в любом виде внести свой вклад. То есть были открыты счета в нескольких валютах, российские счета, СМС и так далее, и так далее. То есть у любого человека, где бы он ни находился, была возможность привнести свой вклад, сделать перевод и так далее. Кроме того, я особенно хотела бы подчеркнуть, что те, кто не перечислял деньги, они, конечно, присылали нам во время марафона, мы получали эти сообщения о том, как они примут участие, то есть свои такие письменные подтверждения о том, что они готовы взять на себя. Это не может не радовать, не вдохновлять и, конечно, придает нам массу сил для того, чтобы мы дальше продолжили это дело. Спасибо большое. Коллеги, есть вопросы? Я опять про деньги. Скажите, пожалуйста, а организационные расходы кто несет? Как оплачивается организация концерта, вот этого всего? Это на чьи плечи ноша? Организационные расходы, которые были проведены, то есть по большому счету мы начали их нести с октября 2013 года. А тогда, когда привезли сюда, значит, совместно с фондом «Хочу верить», схиархимандрита Илия для закладки камня и проведения чина освящения земли в городе Тхварчал. Мы организационные расходы начали вести уже с того времени. Обязательно оно как бы опубликуется. И это как бы несет культурно-благотворительный фонд Ашана и вот лично я. Георгий Владимирович, давайте немного поговорим, наверное, о самом проекте, так как вы являетесь архитектором проекта. В чем особенность? Приходилось ли ранее вам заниматься подобными проектами? Вы знаете, спецификации у архитекторов нету непосредственно на храмовое строительство. Сейчас есть иногда дифференциация такая, что какие-то специалисты больше одним или другим занимаются. Это может постичь любого, как говорится. Ну, я сразу хочу загодя сказать, что вообще уже на данный момент, еще до этого марафона, была проделана достаточно большая работа. Потому что вся, не только организационная часть, но и также обмерные какие-то части, документация по изысканиям, топосъемкой, уже какие-то вещи были сделаны достаточно важно. Дальнейшее это мы стоим, по сути дела, только на старте вообще как такового проектирования, потому что какая-то может быть там полемика, кто-то что-то может нам корректировать, даже какие-то вещи. Ну, в принципе, конечно, уже основополагающая идея, конечно, заложена уже по рекомендации отца Виссариона. То есть он дал как бы лейтмотив, с которого мы началось. Уже неоднократно я говорил об этом, что
как бы основополагающие параметры и стилистические особенности планировки именно нашего будущего храма взяты из Лыхновского собора, как наиболее древний, наиболее ценный памятник архитектуры, который, в общем-то, имеет, как говорится, взял, вернее, на себя такую достаточно существенную функцию в развитии уже организма следующего храма, в данном случае тот, который мы собираемся уже спроектировать. Конечно, это дело не одного дня, потому что масса возникает каких-то препятствий, сложностей. Это всегда в проектировании свойственно. Но надеемся с Божьей силой, как говорится, все преодолеть и сделать то, что мы хотим. По крайней мере, он должен нести в себе непосредственно черты и стилистические особенности, которые были связаны с нашим регионом, именно с Абхазией, с Кавказом, понимаете, они тоже как бы некая родственная связь между этими храмами должна быть. У нас еще предстоят очень большие вещи. Но уже могу, конечно, сказать, что, например, вот купольная часть барабана, она будет более помощнее, более посолиднее. Резонанс от этого будет более при хоровом пении, допустим, более активно проявляться, да. Тут еще много особенностей, которые, возможно, будут плюс-минус появляться. Вот, например, допустим, сколько колоколов мы будем делать, еще как бы до конца неизвестно. Хотя основа, так называемое архитектурно-планировочное задание уже сформировано. То есть те требования, которые непосредственно должны касаться. Это же тоже исходило сперва из одного храма, как бы только из основной постройки. Потом вдруг поняли, что каким-то тем или иным причинам мы должны улучшить планировку этого храма за счет добавочных функциональных сопутствующих зданий, так, крещальная, допустим, трапезная, потому что храм по себе один тоже не может быть, он как бы должны люди, которые его обслуживают. Это как организм. Тем более желательно, чтобы там, я надеюсь, к тому времени будут уже непосредственно священники, которые обслуживают, которые жить будут, чаще там находиться. Там очень много еще вопросов, которые сопутствующие будем решать. Я уж не говорю про роспись и все остальное. Уже замечательно, что кто-то, вот, например, пожертвует колокола. Это тоже своего рода, тоже, наверное, на будущее подключать, наверное, дизайнеров. Это точно могу определить, потому что должна быть надпись на абхазском языке, на самом колоколе. То есть тоже тут какие-то особенности, которые мы уже привлекать, наверное, будем каких-то специалистов по этим частям. При наличии необходимых средств за какой промежуток времени можно будет построить храм, как вы считаете? Вы знаете, в чем дело? Тут очень трудно говорить. Тут же все одно от другого зависимо. Вот если будет действительно определенная уже составляющая финансовая, мы знаем, что храмы, как говорится, строят люди, и им надо платить за это. Это большая работа, которая не только непосредственно воздвигать, если мы будем архитектурный объем, но и непосредственно начинять его. Мы же не можем, допустим, построить храм и в пустой зал пустить людей. То есть там понадобится и алтарная часть, и роспись, возможно, какие-то элементы, начиняющие весь собор для ритуальных каких-то процессий. Я уж не говорю про иконы. То есть мы говорим о большом количестве специалистов, которых нужно будет привлекать. Это уже, как говорится, ближе к дальнейшему. Пока что мы берем на себя основную функцию. Это построить именно объем, основной архитектурный объем. Это самое главное. Вот мы сейчас решаем это, собственно говоря, задачу. Это основной объем. А на дальнейшее уже это, как говорится, уже время покажет. Время, определяющее строительство, очень трудно. Вы понимаете, вот определить специалисты. Если очень динамично все пойдет строительство, если действительно при хорошем тендере у нас будет очень сплоченная команда, это я не могу вам сказать, что в течение 1,5-2 лет
весь этот комплекс может быть построен. Возможно, даже и раньше. При хорошем стечении обстоятельств. Да. Спасибо большое. Дело в том, что в процессе проведения марафона очень многие подходили, и вот в частности компания «Рубин», она, значит, подарила сертификат на 10 тонн цемента, сказав при этом, что как только вы начнете строить храм, то есть мы вам там подарим еще таких там 2, 3, 4 сертификата, неважно. Другие люди тоже подходили и говорили о том, что мы поможем, там кто-то стройматериалами другого характера, там пиломатериалы, еще что-то, блоки как-то. Вот купола тоже оплатят. Потом, значит, помню, мы разговаривали с Евгением Яковлевичем, он говорил, что вот какая-то люстра у вас будет, там определенно, она наверняка будет дорогая. Это компания Mobile, то есть мы вот оплатим вам это тоже. То есть, условно, с миру по нитке, от каждого по кирпичику, и мы сможем построить этот храм. И я бы хотел сказать, что на примере строительства храма, да, то есть мы дали старт значит, строительству храма, нам удалось собрать площадку, на которой собрались люди разных профессий, разных характеров, разных темпераментов и, наконец-то, разных политических взглядов. Но нас объединяло одно, и очень важное, очень серьезное, то, что мы делаем благое, великое дело, это очень важно. Поэтому я думаю, что у нас все получится. И мы смотрим в будущее на примере строительства храма сквозь призму добра, справедливости и любви, показывая при этом всему миру, что мы здесь есть, живем, абхазы, все жители Абхазии, и мы готовы жить в современном обществе, готовы развиваться и готовы жить без всяких каких-либо других инсинуаций, которые мешают развитию здорового гражданского общества. Поэтому мы считаем, что храму быть. Если можно, еще два вопроса и все, последних. Да? Да, конечно. Один вопрос к архитектору. То есть я, если правильно поняла, то детализованного плана пока нет. А есть ли эскиз? То есть можно увидеть картинку хотя бы приблизительно, как это будет выглядеть? Вы уже знаете объемы, Да. это все. И сразу второй вопрос озвучу, чтобы потом не... Есть ли какая-то сумма определенная, которую вот вы намереваетесь собрать, чтобы начать, чтобы вот фундамент, допустим, будет 5 миллионов, и мы можем начинать строительство? Или по какому плану будет дальше развиваться? Вот, что нужно, чтобы начать? Ну, это больше ко мне, наверное, тоже вопрос. Значит, на данный период есть стадия форескиза, то есть основные объемы сформированы, основной вид. Да, он имеет право коррекцию на стадии эскиза, это всегда имеется. Более того, допустим, священники там какие-то рассмотрят, вдруг какое-то еще добавочное, допустим, помещение или комнату, или какие-то элементы, это вот как раз-таки допускается. Но уже на данный момент, на начало марафона, это мы уже имеем, то есть это уже сделано, вот по сути дела, фондом Ашана. И, во-первых, обмерная часть, геология, топосъемка и форескиз, это вот уже существует на данный момент. Следующий этап очень важный и очень большой. Он больше занимает, это, пожалуй, что где-то до 90% работы вообще проектной занимает уже рабочая документация. Вот рабочая документация уже будет параметрически введены все основные состав проекта в размерах, в объемах, то есть уже на этом. И, значит, уже на основе уже рабочей документации уже производится строительство. Теперь, вы спрашивали по поводу, какая сумма на начальном этапе допустима для начала строительства. Вот это уже больше вопрос к подрядчикам. Потому что когда строительство уже непосредственно будет, тендер выигран и будет строительная фирма, они могут определять. Потому что есть определенные строительные процессы, меньше определенной суммы, их нецелесообразно начинать. Ну, грубо говоря, возьмем, допустим, железобетонный каркас. Меньше какой-то определенной суммы мы не можем полностью воздействовать, а его целесообразно едино решать, чтобы работа организма, конструкции была наиболее целостна. То есть мы не можем прервать какую-то часть построить, а какую-то потом доделать. А есть основные полагающие проекты, я тоже, кстати, хотел добавить, что я сказал, в лучшем положении мы там, допустим, 1,5-2 года,
А есть иногда ситуации, при которой составляется, допустим, строительство идет, потом замораживается, строительство идет и замораживается. Это часто, это бывает при храмовых особенных постройках, потому что чаще всего именно люди, которые участвуют и в строительстве, и непосредственно идут благотворительные деньги, они тоже собираются и не сразу. Поэтому бывает иногда, что строительство на каком-то этапе останавливается, потом продолжается. Это тоже это такая практика в мире очень часто. Более того, забегая, как говорится, ретро делая, вот многие храмы мировые значения, тот же Константинопольский, он строился, перестраивался, Бог знает сколько. Спасибо большое. Коллеги, есть вопросы? Если нет вопросов... Я хотел бы дополнить буквально двумя словами то, о чем говорил Георгий Владимирович. Значит, сейчас будет идти стадия рабочей документации, и это будет где-то приблизительно от 3 до 6 месяцев, да, Георгий Владимирович? Нет, это я боюсь, что будет больше, я думаю. Там все зависит от того, насколько оперативно все пойдет, насколько, как говорится, уже стадия фор эскиза не потребует коррекции. То есть сейчас будет идти расчет, на мой непрофессиональный взгляд. Да, конечно, вы более детально и глубже можете раскрыть эту тему, но это будет расчет происходить инженерный, да, то есть нагрузки, да, и так далее. То есть пока расчет они не проведут, мы не сможем даже начать фундамент, неважно, сколько мы денег соберем. Да. То есть мы сейчас ждем спокойно для того, чтобы храм будет стоять века, и, соответственно, мы должны сделать все очень четко и грамотно, и профессионально. Качественную документацию я немножко только добавлю. То есть архитектор как бы является лейтмотивом, к нему еще потом подключаются другие специалисты, те же конструкторы, электропроводка, водоканал, с которым мы будем подключать водоснабжение, вертикальная планировка. Там вот такие составляющие очень много. Пока будут происходить проектные работы, мы как делали свою работу, так и будем ее делать. Культурно-благотворительный фонд Ашана не строит храм, он занимается тем, что собирает средства на специальном расчетном счете, то есть оператор по сбору средств. Соответственно, потом он эти деньги отпускает на ту или иную компанию только после письменного разрешения попечительского совета по строительству храма, который находится в Тхварчале. Соответственно, попечительский совет будет расширен до необходимого количества, и он тоже открыт. То есть мы также приглашаем войти в состав попечительского совета любого человека, который не просто захотел там войти туда, а вот пришел и сказал, что я что-то могу сделать, быть полезным, и работать и участвовать в этом попечительском совете. То есть большинством голосов будет приниматься решение, куда перечислять в ту или иную компанию средства. Соответственно, письменное разрешение будет даваться культурно-благотворительному фонду Ашана, после чего будут отпускаться средства. Вот культурно-благотворительный фонд Ашана, он создаст схему, еще раз хотел повторить, создаст схему, при которой любой человек, находящийся в любой точке земного шара, сможет зайти в любое время, посмотреть все движения, касаемые храмовых денег, договоров и так далее. Спасибо вам большое. Даст Бог, храм будет построен, храму быть. Храму быть. Спасибо большое, коллеги. Телех общества обряла и хапиха пресс-конференция Хыркшоп и табу пиха общу зиги, я его хайк шараканзам абзерас. Абзерас это был.